зовут Мадина. Мы пришли из Ассоциации ягодоводов Кыргызской Республики и хотим сейчас получить детали относительно финансирования в РСК банке. Пожалуйста, расскажите нам, какие есть виды финансирования в вашем банке. Добрый день, Мадина. Очень рад приветствовать вас в РСК банке. Мое имя Эстер Мукаметов, я являюсь руководителем исламского окна РСК банка. На сегодняшний день в исламском окне РСК банка есть несколько видов финансирования, направленные на приобретение в сельскохозяйственном секторе продукции, расходных материалов, приобретение семян, удобрений и другие направления. Также можно приобретать недвижимость жилую, можно приобретать по исламскому финансированию транспортные средства, это как коммерческие транспортные средства, так и для личного пользования, в том числе финансирование на развитие бизнеса, и как на потребительские, так и на коммерческие цели. Да? Вообще, что такое исламское финансирование? Дайте нам информацию и какие есть виды именно исламского финансирования. Исламское, в принципе, финансирование, они представляют собой финансирование на различные отрасли, как на потребительские цели, так и на бизнес-цели. Исламское финансирование прежде всего построено на принципах шариата, да? То есть прежде всего соблюдаются принципы шариата в части дозволенности сделок, определенности сделок, отсутствие процентного роста денег. Все сделки по исламским принципам это сделки предметные. Есть множество видов сделок в исламском финансировании. Это мурабаха, мудараба, иджара. Но основной на сегодняшний день продукт, по которому мы работаем, это мурабаха. Мурабаха это договор купли-продажи в рассрочку товара. Банк покупает по заявке клиента определенный товар, это материальный актив, и продает клиенту в рассрочку на определенный срок по договоренности с заранее оговоренной торговой наценкой. А кто именно может получить финансирование? Исламское финансирование могут получить юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели. Для этого требуется обязательное подтверждение доходов. По исламскому финансированию одним наиважнейшим из условий это определенность. То есть определенный товар покупается по заявке клиента, и этот товар банк продает в рассрочку клиенту. Так, например, в сельском хозяйстве это могут быть животные домашние, это могут быть семена, это может быть ГСМ. Более детально мы хотели бы остановиться на условии. Расскажите, пожалуйста, условия финансирования, какие они? Основные требования клиентам по исламскому финансированию, в частности, исламском окне РСК банка, это платежеспособность, должен быть определенный товар, который он выбирает, смотрится обязательно кредитная история. В части залогов следующие условия у нас. Значит, до 250 тысяч сомов мы финансируем без залога, от 250 тысяч сом до 500 тысяч сом под залог движимого имущества или поручительства. От 500 тысяч сом требуется залог недвижимого имущества. Срок финансирования при сумме до 250 тысяч до 2 лет, до 500 тысяч до 3 лет и свыше 500 тысяч до 5 лет. Финансирование все производится в сомах. Территориальность по всей территории Кыргызской Республики. На сегодняшний день имеются региональные представительства во всех областях республики. Для более подробной информации по представительствам и условиям можете обращаться в колл-центр РСК банка. Для клиента требуется стандартный пакет документов, подтверждающий доход. Да? По приобретаемому товару обязательное условие требуются документы на продавца и на товар, подтверждающие право собственности на товар. На сегодняшний день у нас в исламском окне РСК банка имеются несколько продуктов по договору Мурабаха. Это автофинансирование, ипотека, сельскохозяйственный сектор, на приобретение коммерческого транспорта, на приобретение сельхозтехники и на развитие бизнеса. В течение какого периода вы рассматриваете каждый кредитный продукт? Сколько требуется времени для того, чтобы получить у вас финансирование? В среднем заявки рассматриваются около недели, в зависимости от сложности проекта, в зависимости от объема проекта. Средние и небольшие заявки рассматриваются до недели.
Что такое продукт ипотека? По продукту ипотека довольно хорошие условия в исламском окне РСК банка. Если клиент получит около миллиона сомов финансирования сроком на 5 лет, переплата за 5 лет составит около 520 тысяч сомов и ежемесячный платеж составит 25 тысяч сомов. Мы бы хотели еще получить информацию, какие новые продукты есть в РСК банке. Хотелось подробнее остановиться на продукте ФСХ ИБР. Это финансирование сельского хозяйства по льготным условиям. Финансируется Исламским банком развития. На сегодняшний день средства имеются в исламском окне РСК банка. По линии льготного финансирования на сельское хозяйство можно приобрести семена, удобрения, оборудование для капельного орошения, ирригационных систем, запасные части для тракторов, для техники, также и мини-трактора можно приобрести. На сегодняшний день сумма финансирования на одного клиента до 5 миллионов сомов. Срок финансирования можно получить до 4 лет. До 250 тысяч сом залоговое обеспечение будет являться один поручитель, без движимого, без недвижимого залога. До 500 тысяч сом можно будет или с движимым залогом, или с двумя поручителями. На сумму 300 тысяч сомов за 2 года переплата составит 19 тысяч сомов, а ежемесячный платеж составит 13 300 сом. Ну, как мы видим, это очень довольно такое льготное, доступное финансирование. При том, что нет необходимости выставлять в залог недвижимое имущество. Здесь можно будет 300 тысяч сом получить под залог движимого имущества. Движимое имущество это или либо автомобиль, либо домашний скот, либо какое-то иное другое движимое имущество. Спасибо большое, было очень полезно узнать про условия РСК банка по продуктам и желаем вам хорошего дня. Да, Мадина, мы очень были рады, что вы нас посетили. Вы задали нам такие очень хорошие, интересные вопросы. Мы с удовольствием на них ответили. Будем рады еще вас ответить на ваши вопросы интересующие. Очень рады будем дать информацию фермерам. Обращайтесь, звоните. Для удобства у нас есть телефон колл-центра 9111. Все вопросы задавайте в колл-центр. При необходимости вы можете посетить наш офис в городе Бишкек. Находится по улице Улмиталиева, 95. Также имеются представительства в регионах. Представительства в регионах рекомендуем обратиться после посещения нашего офиса или в колл-центр. Адресов много, перечислять все не будем. Да? Спасибо большое.